Расследование уголовного дела, которое возбудили по факту изнасилования 4-летней девочки в Якутске, взял под личный контроль глава Следственного комитета республики. Несколько часов назад жители города собрались на митинг, на котором потребовали выдать им подозреваемого. Еще двое фигурантов, они проходят по делу в качестве свидетелей, сегодня попросили защиту у правоохранительных органов. Дело в том, что эти люди близкие друзья обвиняемого, и соседи считают, что нападение на ребенка произошло на их глазах. Митингующих на центральной площади Якутска пытаются успокоить главы местной полиции и Следственного комитета. Сотни людей пришли сюда, чтобы выразить возмущение. Они готовы линчевать 3 мужчин, которые причастны к изнасилованию девочки. Здесь же находится и бабушка 4-летней малышки. Тамара Александровна говорит, что ненадолго отпустила ребенка к подружке. Как сейчас врачи оценивают состояние ребенка? Критическое. Давление 90/40 у ребенка. У нее вывернули всю, разорвали ее всю. Что вы хотите, какую меру наказания для преступников? Только смерть. Педофилам только смерть. Представители правоохранительных органов успокаивают людей. Подозреваемый задержан, а оба свидетеля, у товарища обвиняемого пока именно такой статус, также находятся внутри здания. Они под охраной для их же безопасности. Чтобы обеспечить независимое рассмотрение дела, назначен новый руководитель следственной бригады. 3 мужчин доставили в отдел сразу же после преступления. Все они были пьяны. 4-летнего ребенка, как считают следователи, изнасиловал один из них. Полицейским пришлось предпринять все возможные меры безопасности, чтобы избежать суда линча. Вот человек, которого подозревают в нападении на ребенка. Под охраной и в наручниках его проводят к патрульной машине. Уже через несколько минут местные жители закидали окна обвиняемых яйцами и выломали двери. Вот в этом окне тоже педофил. Известно, что 2 товарищей обвиняемого в педофилии уже отпущены. Где они сейчас, неизвестно. Но точно не в городе, каждый житель которого, кажется, желает по-своему разобраться с этими людьми. Сама пострадавшая девочка сейчас находится в больнице. Врачи не исключают, что ребенок на всю жизнь останется инвалидом. Яна Григорян, Анна Киселева и Никита Забродин. Телекомпания НТВ, Якутск.